Добрый день, уважаемые друзья! Первое видео на моем канале, наверное, на русском языке после долгого перерыва, после двухлетнего перерыва. И сегодня я не одна, я у меня дома с очаровательной гостьей, бизнес-вумен, красавицей, умницей, пионеркой, комсомолкой Айпери. И она сама расскажет, кто она, чем она занимается, а потом уже я расскажу, почему я решила пригласить Айпери и рассказать вам о ней. Здравствуйте, Айнура. Во-первых, хотелось бы поблагодарить вас, то, что позвали, и нашему знакомству очень рада. Я долгое время училась в Китае, там учебу закончила, затем работала. Именно путь бизнеса начался именно с Китая. Я закончила учебу, магистратуру. И затем я приехала работать в город Гуанчжоу. Наверное, вы все слышали про город Гуанчжоу. Это такой большой бизнес-город, можно сказать. Да. И когда я там начала изучать именно рынок, наш рынок, вообще вот постсоветский рынок, я поняла, что именно делая бизнес в Китае, можно добиться больших результатов, помогать нашим людям, зарабатывать, можно сказать. Затем я приехала в Кыргызстан. Я приехала перед пандемией в Кыргызстан и думала просто на каникулы. Никто не ожидал эту пандемию, мы все знаем. А затем я осталась, вынуждена была остаться, потому что границы были закрыты. И долгое время думала, уехать не получалось. И как раз я себе квартиру купила, и нужно было обставлять свою квартиру. И начала искать здесь именно предметы декора, мебель интересные. И у нас на рынке, если даже есть, очень дорогая цена. А так как я до этого работала с нашими мебельными магазинами, гостиницами, ресторанами, у меня налаженная база, можно сказать. И в целом я человек-эстет. Всегда, когда в Китае даже находилась, я заходила, просто любила заходить в красивые кофейни, рестораны и смотрела на интерьер. Эта тема всегда мне была близка. И вот, обнаружив то, что у нас в Бишкеке нету таких красивых, хороших магазинов, решила открыть такой шоурум. И как раз я на тот момент познакомилась с моими партнерами, они дизайнеры, и мы решили такую красоту создать. В Бишкеке реально думаешь, да, вроде много магазинов. А так как я уже вот это все видела, шоуруму в городе Фошань, где там все именитые, начиная с итальянских дизайнов, заканчивая китайскими, там красивые шоурумы, все эстетично, а я человек не консервативный, у меня взгляд больше современный. И я думала, почему в Бишкеке элементарно нельзя найти торшеры? Если даже есть, они космическая цена, да, там 30 тысяч сомов один торшер. Думаю, я же знаю это в Китае сколько стоит, да? И начала изучать именно. Потом поняла, что это самое главное, мне это нравится. То есть я могу вечером перед сном я могу там часами сидеть в Pinterest или там каналы по интерьеру смотреть, да. Вот так смотреть, изучать новинки какие-то, да, интересные, где что. Как сказать, я без образования дизайнер, можно сказать. Это врожденное, да, чувство вот это стиля? Вкуса, стиля, да. Да, возможно, она врожденная была, возможно, приобретенная, потому что как-то начала вот именно этим увлекаться. Вообще вы откуда родом? Я с Нарына, Джумганская, я саячка, да, супер саяк. Как-то, кстати, был в Сочи, у меня клиенты с Бишкека приехали, с Дурдоя, байкешки, эджешки, они говорят, саяк. И эджешка говорит, прикалывается, не похожа на саяк. Она у меня спрашивает, ты замужем? Я говорю, нет, не замужем. И мне вчера до сих пор не замужем. Я говорю, что? Ты не похожа на суперсаячку. Типа суперсаячки такие шустрые, там увидели такого потенциального жениха, все, забрали. Я говорю, значит, недоделанный суперсаяк. Сейчас суперсаячки будут писать нам. Да. Потому что нет, такого нет. Я вот с Джумгала, с Нарына, но я выросла на Искуле, город Балыкчи. Как-то так получилось, что по семейным обстоятельствам переехали на Искуль, когда мне было 2 годика, я там выросла. И отчасти, я всегда говорю, отчасти я полунарынская, полуискульская, можно сказать. Смесь. Да, смесь, да. Я сегодня решила наше интервью разделить на 2 такие большие части. Нас будет смотреть очень много бизнес-вумен, может быть, начинающих бизнесменов. У меня большей частью женская аудитория. Вот, и давайте начнем с бизнеса, с такого серьезного, да. Вы решили начать бизнес, у вас образование? У меня несколько образований, именно высших. У меня в Бишкеке высшее образование, в Китае магистратура и PhD.
У меня в Китае 2 высших образования и ученых степени. И вы решили всю эту ученую степень, несмотря на эту ученую степень, пойти туда, куда лежит душа, да? Да. Потому что я поняла, что в какой-то момент, когда я учебу закончила, вот в Китае магистратуру, я приехала в Гуанчжоу, тогда у меня родной брат находился в Гуанчжоу, приехала работать на кого-то. Именно это производство было, российская компания Крафтман. И поработав где-то 3-4 месяца, я поняла, что найм это не мое. То есть я свободный человек. Я решила, может, первое время будет тяжело, но я на себя буду работать. Конечно, тогда у меня не было клиентовской базы, но благо у меня брат был, он мне первое время помогал, именно вот с квартирой, там, с работы, каких-то заказов он мне давал. И постепенно я научилась, ушла, то есть как сейчас модно говорить, фрилансер, то есть на себя работала. А затем уже постепенно начала, то есть путь именно начался как переводчик начинала, опыт, там язык, практика, и затем уже постепенно вот сейчас имею уже бизнес, онлайн и офлайн бизнес. Это ваш первый бизнес? Именно офлайн, да, первый. А до этого был онлайн? Онлайн, то есть это даже не бизнес, то есть у меня как этап, вот переводчик, фрилансер, потом был как посредник, по-нашему говоря, посредник я, то есть с нашими многими ресторанами, мебельными магазинами работала, и там с России, с Казахстана, да, я им как услуги предоставляла, товар им под ключ делала. И так как у меня уже наработанная как бы база поставщиков и клиентов, и вот именно сейчас бизнес делается, поэтому легко, то есть ко мне может любой человек обратиться, вот мне вот это нужно, да? Я могу сначала найти. У вас был какой-то опыт, да, практически вы наладили базу, а потом достали откуда-то деньги. Да. Вот об этом тоже говорят. Откуда вы достали деньги на первый товар? Ты что, смотришь женщине и говорит, у меня нет денег. Ну, всегда можно начать. То есть сейчас такое время, что вот пандемия, плюс пандемия нам дало то, что можно онлайн, то есть предзаказ делать. То есть использовать клиентовские же деньги, сказать, вот я вам доставлю, это ждете 2-3 недели, и вам как бы с нулевым капиталом тоже можно начать. Если человек захочет, он всегда возможность найдет. Если даже у тебя денег нету, совсем нету, но пропиши бизнес-план, обратись к инвесторам. Если у тебя классная идея, есть очень много богатых людей, инвесторов, которым денег некуда девать, они готовы вложить. И, в принципе, всегда можно, возможность всегда найдется. Вы такое делали? Нет, я такое не делала, потому что вот именно у меня был первоначальный капитал, и как раз я вот с дизайнерами работаю, и я им поставляла как раз как посредник товар. И с ними у них в офисе сидели, и как раз наш один магазин в Бишкеке именно по декору смотрели. Я им говорю, вот смотрите, вот это зеркало вот сколько-то стоит, вот это зеркало, они вот по сколько-то продают. Говорят, слушайте, давайте откроем. Они дизайнеры, а я как бы товарный бизнес, да. Я говорю, давайте. И потом, эта идея пришла в 2019 году, в 2021 году, через 2 года. И мы вот в 2022 году, то есть идея пришла, ведь где-то через год и 2 месяца открыли. То есть к этому моменту я уже собрала первоначальный капитал. Собрала, они, как у нас вот 3 человека, 3 соучредителя. И все решили. Женщины? Нет, мужчины. Они оба мужчины, да. Оба мужчины. Без мужчин, да, сложно нам, женщинам. Да. Смотрите, в вашем бизнесе какие сложности бывают? Допустим, я пластическая хирургия. У нас очень много сложностей с инстанциями, с получением лицензии, с тем, что кадры уходят, ты обучаешь хирурга, он уходит, да, там У вас какие вот такие вот типичные такие проблемы? Может, кто-то копирует ваш товар? Копировать конкуренция она всегда будет. Но конкуренции нельзя бояться. То есть надо всегда находить УТП, уникальное торговое предложение. И именно чем ты можешь лучше быть конкурентом. Это постоянно анализ рынка, анализ целевой аудитории. Вот то, что я до этого говорила, я каждый вечер практически сижу, смотрю товары. Я думаю, вот я привезла, но я знаю, там через месяц, через 2 у моих конкурентов это может быть. И то же самое я у них где-то идею беру, да, и это как бы не секрет, да. Думаю, вот это. То есть в бизнесе, пока ты не анализируешь, ты ты можешь отстать, можно сказать. Это конкурент, это само собой. И самое главное, как у нас же очень много там в ТикТоке, в Инстаграме уходит, с Китая товар, ожидание, реальность, да. То есть ты, вроде бы заказываешь, да, ты контролируешь, ты инспектируешь, но тем не менее, вот моих глаз нету, я, допустим, здесь онлайн, бывает иногда то, что не то приходит, то есть на ощупь, на это, то есть на видео вроде нормально, но приезжает то, что ты не ожидала, да, и, недовольна. Таких случаев редко, но бывает, тем не менее. И второе, это логистика.
То есть риски есть. Логистика у нас постоянно нестабильна, она растет, то падает. Допустим, вы сегодня ко мне обратились, я вам все посчитала под ключ, и пока товар выезжает, уже логистика может подняться. Естественно, я клиентам не скажу, там, поднялась, да, ну, как бы я где-то в минус ухожу или где-то там по нулям выхожу, да. Такие моменты будут, и там ломается, возможно, товар по дороге. У меня один такой горький опыт был 3 года назад, я на большие деньги попала. Вот. Опасно. Да. Опасно. Особенно мебель и декор, это же все такое хрупкое. Да, такое тоже бывает. А так, в целом, да, везде риски есть. А вот какие планы на будущее? Каким вы видите свой бизнес или как? Есть же точка Б, да, куда Точка, мы стремимся, да, конечно. Есть такие? То есть, если бизнес не масштабируется, он умирает, как говорят. Конечно, есть, чтобы Эль-Декор, он развивался, то есть у него, он как был сеть. Хочу его обязательно вот на юге открыть, но чуть-чуть у меня другой сегмент, все равно на юге у нас любят вот классику, да, все такое золото, джалтрап, да, а у меня это больше современный, но все-таки под южный этот хотелось бы на юге открыть, потому что все равно сейчас как-никак люди учатся именно к эстетике. То есть раньше было дом, ты заходишь, мне иногда даже реально жалко было, на квартиры заходишь или дома, очень много денег на них потрачено, все такое золото, массивное, там барокко, диваны, классика, да, и ты вот просто неудобно, ты просто заходишь, и вот воздуха нет в этой квартире, да, или дома. А я всегда была сторонником вот легкости, где ты живешь, где ты находишься, это может быть кафе, офис, там, ресторан, дом, да, и я вот к тому, что на юге тоже все равно сейчас начали понимать, да, то, что минимализм, это вот пространство, захламление, вот от всего избавляться, и воздуха побольше было. И тем не менее хочется на юге точку открыть, потому что даже обращаюсь пару раз, почему у вас на юге нету, да, ну, Элдам Экспресс, все такое. У моих подруг на юге офигительные, очень красивые дома, лофт, да. В стиле лофт. И там сейчас вот такой вот пошел вирусный что все переходят на минимализм, да. Потому что обязательно Эль-Декор нужен. Да, вот на юге открыть. И я обязательно хочу в Астане, в Алматы открыть. Потому что у меня есть как раз эти партнеры, друзья, с кем я работаю, они говорят, давай здесь открывай. Потому что все равно казахстанский рынок, там цены, то есть маржинальность можно повыше поставить, и там больше, как бы там это обидно не звучало, там платежеспособные люди. У них денег больше. И там хотелось бы очень открыть. То есть пока, в ближайшие 3 года я так вижу. Супер. Я думаю, что в следующем году мы будем сидеть и говорить, а как ваши филиалы в Астане? Да, дай бог, появится. Такой вопрос мне почему-то захотелось задать насчет декора. У вас, когда я открыла Инстаграм, почему я обратилась к вам, да? Да, кстати, да. Что зацепило вас? Меня зацепило, во-первых, то, что я хотела там было. То есть я увидела какие-то необычные, причудливые вещички. Я не стилист, я не дизайнер интерьера, но как и у вас, у меня есть вот чувство прекрасного, да, я стремлюсь к этому чувству. Я стараюсь все время развиваться, там стиль изучаю, что-то. Вот, и сейчас какая тенденция есть? Можно хотя бы примерно дать характер? Ну, кроме того, что минимализм, кроме того, что есть какие-то вот модные веяния, вот прям тренд этого года. Вообще сейчас именно тренд идет на вот, если у меня как раз вы говорите причудливые фигурки, вот эти кавсы, бирбрики, вот эти мишки и эти с ушками, кавсы. Как у Тимати? Да, как у Тимати. Это вообще японский дизайнер. Он придумал японский дизайн, но вообще начиналось вот с таких мини-мини, как грилки, что такое. И он стал настолько популярным, этот японский дизайнер, имя чуть-чуть забыла. И именно все вот эти Шанель, там, Гуччи, Мучи, там, все вот эти именитые бренды начали с ним коллаборацию делать. И он стал таким популярным. У него вот эти фигурки в оригинале бешеных денег стоят. $10 тысяч, $5 тысяч, $15 тысяч, да, смотря с кем коллаборация, да. Квадрат, я никогда это не пойму. Да. И как раз таки я именно поняла, что это как бы модно, тренд. Даже можно сказать, я не побоюсь, возможно, я первая их привезла именно в Бишкек, именно таких хороших копий, как в оригинале, да. И потом я начала, как вы говорили, конкуренцию уже видеть у других
начали привозить. И это было, то есть я привезла, а потом уже начала, я же с дизайнером интерьера работаю со многими компаниями, у них в дизайн-проекте видеть эти фигурки. Кавсы, бирбрики, они часто уже ставят. И даже вот вчера с этим Джан Воинов, Адлет Нугоба я смотрела, у него тоже вот эти бирбрики, мишки стоят. У Джан Воинова в квартире несколько там черный, белый, несколько мишек стоят. Я не знаю, оригинал копия, но тем не менее у него стоит. Да, у вас же дети тем более. У меня, кстати, как раз есть небольшая реклама, да, бирбрики именно копилки. Это просто как многофункционально, то есть ты копишь, ну, он как и фигурки стоит, ты деньги копишь. Круто. А еще что-то? Бирбрики, да. Еще такие вот, как раз таки говорила, что сейчас уже с интерьера очень отходят вот такие мелкие всякие фигурки. Сейчас лучше в интерьере поставить такой большой, может, ваза или кашпо, или фигурку большую, да, или светильник такой большой, акцентный. Именно акцент сейчас модно. То есть, допустим, белые просто стены может быть в квартире, и акцентная может поножка какой-то необычной цветной или там ручной работы, или торшер какой-то необычный, да, вот именно акцентные вещи идут. И, допустим, раньше вот даже ковры, да, ковры любили на на всю комнату, да, а сейчас такие мини-мини коврики. Это и удобно, и это как бы даже со стороны как чистки, то есть его удобно просто вытащить, почистить, даже помыть там в стиралке, да, постирать, то есть это намного удобнее. Круто, про тренды мы узнали. Теперь хочется такой вопрос со стороны бизнеса, да? Какова маржинальность вашего бизнеса? Вот те, кто, допустим, задумываются об этом. И вообще, первый вопрос, какова маржинальность? Во-вторых, допустим, как вы относитесь к конкурентам, например? Ну, конкуренты всегда не будут, я положительно отношусь. То есть без конкуренции тоже точка роста не будет. Если конкурентов нету, ты расслабишься, возможно, да, а конкуренты есть, постоянно ты сидишь там, чекаешь, да, что они привезли, поскольку они продают, что у меня они украли, да, можно сказать. То есть также в прошлом году у нас есть Baxter диван, это тоже итальянский дизайн, Baxter тактиль, вот буквально несколько дней назад вот продали. И даже мои конкуренты, не буду называть, они даже не поленились, то есть поленились даже текст поменять. Они просто ровно же скопировали этот текст, те же картины с Pinterest и живую фотографию просто поставили. Я думаю, ну хотя бы же можно постараться. Чуть-чуть там текст поменять. Да. То есть конкуренция, она нужна. Мы все равно у друг друга что-то берем, какое-то соперничество идет, да? Я думаю, это нужно. В принципе, насчет маржинальности, смотря какой товар. Вот на мебель именно с Китая не можем поставить высокую наценку, потому что логистика у нас дорогая. Чтобы вы понимали, один диван средний, трехместный диван, он примерно 1,5 куба. То есть стоимость, то есть логистика только одного дивана $500-700. То есть, опять же, почему мне именно дизайнерская мебель? Потому что обычно, если совсем простой диван, и я там цену поставлю 150 тысяч сомов, многие не поймут, зачем этот диван, когда у соседей стоит там за 30-40 тысяч сомов. Да. И поэтому дизайнерская, и тем более, все равно даже вот клиенты подходили, вот у местных заказывали, у нас заказывали, говорят, отличается качество. Качество отличается, да. Там, допустим, в Китае другие станки, другие технологии уже, да, они вперед ушли. И, соответственно, там простой я диван не привезу, я стараюсь именно дизайнерская. То есть за дизайн, мы же эмоции продаем. За эмоцию люди готовы покупать, да? То есть на мебель много не добавишь, может 30-40% максимум. А готовы ли вы сотрудничать, допустим, с хорошими премиальными местными брендами? Конечно, если предложение будет, я всегда открыта к сотрудничеству. Если придут, конечно, я рассмотрю. То есть вин-вин было что-то. Потому что сейчас будут еще вопросы, только возить, аж наши. Конечно, да. Да, можно, конечно. Запись идет? Да? А то ты ходишь, я думаю, не идет. И в конце мы ничего не записали, да? Дубль 2. Я все снимаю, пацанками. Или ты сам все будешь рассказывать, пересказывать. Айфири сказала так, Айфири сказала так. Айфири, классно. Про бизнес вроде бы более-менее понятно. Это сейчас нужно, важно. Все хотят красоты. Все после ковида задумались о том, а вообще о смысле жизни. Конечно. Лично я задумалась.
Я знаю, что каждую минуту жизни надо ценить, и я вот украшаю себя, украшаю свой дом, украшаю Это правильно, свою еду, кайфую от этого, правильно? Да. Это самый большой кайф в жизни. Вот, ну, такой вопрос, давайте вот чисто женский. Давайте. Вопрос. Вы не замужем. Да. Вы приехали в Бишкек, мы просто до съемок немножко разговаривались, Да. вы сказали, что я приехала в Бишкек, и мне сказали, что ты здесь быстро выйдешь Да. замуж. Но почему-то я быстро не вышла, да? Да, когда в Китае находилась, мои же сестры, которые здесь находятся, там подруги говорили, что ты там в Китае находишься, тебе надо замуж, там то, что нужно, ты уже сделала, да, приезжай. Я говорю, хорошо, посмотрю, вот пандемия, 4 года нахожусь, как-то. Мужчин нет у нас. Таких, знаете, достойных нет. Достойных. Да. То есть либо Да. женатые, Да, да, уже, да. либо вообще где они мужчины водятся? Ну, у вас же есть подруги, где они находят? Вы думали об этом? Думала, но знаете, как говорят, буйрган, да, как по-нашему, ну, если судьба, да, как-то где-то находят, непонятно, да, ну, где-то познакомиться, где-то так. Но в основном вот мы же, каждая девушка, девочка там с рождения как-то рисует же свою картину, то есть картину такую, как бы характеристику, картину, какого мужчину он хочет, да, то есть мой мужчина в будущем, он где-то там в тренингах, да, где-то там, не знаю, бизнес эти, может, бизнес-завтраки, ну, то есть в такой сфере, наверное, находится. Ну, вроде бы я хожу, но пока не встретила. А в Китае, ну, как бы, очень большой город, Гуанчжоу, да? Неужели там не было, ну, допустим, китайского мужчины, китайца красивого, современного? Но как-то так, то есть до момента вот до Кыргызстана, как бы там, ну, нужно замуж, надо замуж, да, вот именно я внутри не хотела, я не готова была. Вот в Китае я сперва поехала учиться. Для меня вот, ну, у меня мама учительница, да, отец такой госработник. И они, вот особенно мама вбила голову, надо учиться. Эл көрүш керек, жер көрүш керек, да, ну, людей, ну, весь мир надо объездить, учиться, хорошо учиться причем. И я как-то, вот у меня тата, да, мамин отец, дедушка, он был таким на высоких постах, был вот в налоговой части. Он тоже всегда, для меня он был авторитетом вот в детстве. Он говорит, кызым окуш керек, надо учиться, 5 надо получать. Я прям ждала, когда дедушка приедет. Вот наш дневник же подпись ставили родители. И когда дедушка собирался, я 2-3 недели маме не давала, чтобы она расписывалась. Я дедушку ждала, потому что дедушка для меня был авторитет. И он всегда говорил, учиться нужно. Вот учиться. И у меня в голове вот здесь было, мне надо учиться. То есть, и поэтому у меня в Кыргызстане одно высшее образование, одно среднее образование. И в Китае у меня 2 высших образования и ученая степень. Для меня в приоритете было учиться. А потом думаю, отучилась, я же не просто так отучилась. Зачем мне вот эти кучка дипломов, если я не работаю, да? И начала работать. Потом уже думаю, ну у меня же что-то получается, надо чего-то добиться. Там, в первую очередь у меня стоял вопрос квартиры. В Бишкеке купить квартиру. И я вот цель поставила, первые 1,5 года вот квартиру купила. Думаю, ну ладно, квартиру купила, но на этом же все, на этом же нельзя останавливаться. Там, машину решила купить, машину купила, да. И как-то так, и сейчас бизнес. А сейчас уже думаю, бизнес надо развивать, да. То есть я временами, я думаю, хочу замуж, наверное, надо замуж. И где-то я, то есть он как будто там остается. Вот именно тема замужества. Это не важно, да? Да, как будто вот где-то... Это, наверное, вот установки с детства, да? Там, Да, учиться, вот приоритеты, да? путешествовать. То есть на данный момент ни много ни мало я побыла в 7 странах мира, да? Ну, то есть Китай это я уже считаю как свой второй дом. Если не считать Китай, я в 7 странах побыла. И как бы тоже хочется. То есть у меня опять вот в голове бизнес, там, путешествия, там, еще учиться, постоянно там развиваться, да? Замужества там нет, я поняла. Так китайские парни ухаживали? Китайские парни нет. Они, знаете, на наш менталитет, вот наши мужчины все равно как-то... Вот здесь, допустим, могут подойти, если мужчине девушка понравилась, они могут подойти. Китайцы, они не такие, они стеснительны. Наоборот, китаянки берут, можно сказать, мужчин, да? Сами подходят? Китаянки в основном подходят. Там, если вот сравнить, то, что там девушек же меньше, и как-то
Конкуренция, наверное, не знаю, китаянки, они больше как матриархат, что ли. Китаянки на самом деле управляют мужчинами, да. Вот даже на удивление я в тот раз, вот в этот раз в Китай полетела, вот я буквально 2-3 недели назад, 3 недели назад вернулась. И у меня первый раз в жизни было, чтобы китаец подошел ко мне. Вот столько я ходила, да, хотя мне подруга близкая, Сая, постоянно говорит, ты же красивая китаянка. То есть китайцы на меня очень сильно смотрят, потому что я азиатка, и для китайцев я считаюсь очень красивой. Ну, вот там белая кожа, да. Для них вот белая кожа, высокая, худая, это прям эталон красоты. И вот в этот раз только один парниша совсем молодой, он прям подошел, говорит, он ко мне подходит, говорит, вы это стилист? Я говорю, нет, я не стилист, вы там классно одеты, классно. У меня еще тогда афрокосички были, я афрокосички сделала. А он подошел, я говорю, неужели китайцы стали такими? Они не подходят. Они не знают, как они знакомятся, в основном девушки знакомятся. Да. Девушки просто берут мужчину и все, замуж собирают. А восточные мужчины же все равно, они же как-то первыми подходят. А китайские нет. Ну, скорее всего, из-за этого. Из-за этого? Да, наверное. Не, нашелся такой смелый мужчина. А вам самой подойти не хотелось никому? Ну, у меня, наверное, не было такого мужчины, что вот прям мне понравился. Да, такой. Они чем-то отличаются, китайцы? Да. Чем? Отличаются. Они более мягкие, они очень заботливые. Они вот, даже вот ходишь, мужчины, парни всегда сумки носят, там двери открывают, там за девушку ухаживают, постоянно подарки покупают, да, везде. Они очень, то есть мужчины китайские, если они любят своих женщин, они просто балуют, да. Там, чтобы вы понимали, когда китаянка рожает, она 40 дней ничего не делает, абсолютно. Она просто лежит, кайнене, там, свекровь, там, муж, там, родственники мужа смотрят за ней. Она просто берет, кормит ребенка и все. Они 40 дней вообще не встают. С постели даже не встают. Как у дунган, да? Да. Ну, дунгане, в принципе, же это китайцы. Это мусульмане китайцы, можно сказать. Да. У вас, наверное, много подруг? Да. Много, да? Ну, ни много, ни мало, но такие, знаете, вот, подруги, которые вот мы вместе выросли. То есть с детства подруги, они как-то вот со временем, я, наверное, выросла как-то ментально, финансово уже, вот мышлением, да, с ними уже не общаемся. Вот именно подруги, которые в Китае вместе вот приехали с детьми, можно сказать, нам было 20, по 20, по 21, да, мы с ними вместе выросли, это, знаете, вот настоящая дружба, да, то есть говорят между подруги не бывают такими, да, но я 100% могу сказать, что это прям самые близкие мне люди. Есть незамужние? Сейчас именно среди близких уже нет. Разведенные? Разведенный одна. Одна, да. Есть. Мне просто почему-то захотелось такой вопрос задать. Очень много сейчас осознанных, красивых, я так считаю, женщин-конфеток. Угу. Прям вот женщин-конфеток. И парни сейчас поздно женятся, и девушки поздно замуж выходят. Да? Да, почему-то. Есть такая тенденция. Вот. И просто мне хотелось как психологу, наверное, узнать причину, почему. Ну, опять же, это, наверное, вот влияет сейчас такое время, вот в соцсети очень много стало информации открыто, там где-то что-то произошло, мы сразу же узнаем, да, раньше это всегда же было, но это было закрыто, а сейчас открыто, и уже люди, вот как вы говорите, осознанность, стали вот, я пока вот это не сделаю, пока не проработаю все, да, там вот здесь в голове не выйду замуж, да, пока я самостоятельно не стану, финансово независимой не стану, потому что в любом случае вот есть девушки, которые за счет мужчин живут, да, они думают, вот муж меня что-то обеспечивал, да, то есть в принципе, вот сколько я знаю, вот я общаюсь с успешными мужчинами, как партнеры, как друзья, там, брата, друзья, да, они успешные такие мужчины, они все говорят, нам вот такая, можно сказать, блондинка не нравится. Нам тоже нужна женщина, которая интересная, успешная, есть о чем поговорить, да, и, ну, может где-то бизнес вместе делать, может там на люди элементарно выходить, чтобы не стыдно было, не глупенькая какая-то, да, там все сделано и какая-то это. И уже люди к этому идут, к осознанности, то есть семья же это не просто там жить, то есть это всесторонне должны они друг к другу подходить, да, и люди это понимают, что девушки, что мужчины сперва, пока в себе вот здесь не разберутся, пока не станут на ноги финансово, как минимум, да, уже думают, ну пока нет, я не готов, да? И я думаю, это правильно,
Потому что в основном, зачастую, если вот статистику взять, молодые, когда вот именно глаза горят, там чувства, там сердце бьется, такое, женятся, они разводятся быстро. А когда ты осознанно уже к этому идешь, уже головой думаешь, где-то сердцем, да, ну, то есть чувство должно быть, без чувств тоже никак. Но я думаю, вот из-за этого. Потому что мои вот все подруги, ну говоришь, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Мои подруги здесь все за 30 вышли замуж. Вот у моих подруг дети вот такие все. То есть хотя есть, которые мои одноклассники, уже там дети замуж выходят, женятся, да, практически там, хотя бы там школу заканчивает. А у моих близких подруг всех годик, 2-3 годика, да, и у них вот прекрасная семья. Думаешь, ну вот пришли к этому готовы, да, уже осознанно, и классно живут, только вот одна. Она еще не развелась, но на стадии получается. Мне бы хотелось сейчас спросить такой вопрос. Что бы вы изменили, если бы вы были президентом нашей страны? Несмотря на то, что вы жили в Китае долгое время, вот взгляд со стороны. Вы приехали и вот увидели, вот в Китае так, а у нас здесь так. Да. Я бы вот изменила бы. Ну, здесь в первую очередь нужно именно, у нас внутренних ресурсов очень много, туризм надо развивать. Допустим, у нас есть Иссык-Куль, Аларча, там на юге очень красивых мест, Арсланбоб, да, там Сары-Челек. Вот именно благодаря туризму, вот даже Китай определенно, вот остров Хайнань, там Гуйлин, да, вот Грузию взять, да, они же благодаря туризму только и развиваются. Вот Малайзия, сейчас скажу, Филиппины, да, вот такие юго-восточные страны за счет туризма. У нас именно нужно где-то инвесторов привлечь, построить, туризм развивать. А что туризм? У нас на Иссык-Куле бешеные цены ставят, но при этом никакого сервиса нету. Абсолютно. Дорог нету. Да, дорог нету. Как уже говорят, да, как говорят, все там по кривым бишкекским дорогам ездят джипы, да, то есть у нас именно сервис очень сильно хромает. То есть после Китая это прям значительно ощущается, потому что ты приезжаешь, господи, почему вот такие хмурые лица, да? Потому что опять же мы же эмоции продаем. Вот буквально позавчера я в бане была, подруга, и там официантка, вот мы еду заказали, она какая-то злая, там, девушка, подойдите, она говорит, сейчас там. И она говорит, вас много, меня мало, ну то есть надо же начинать с себя. То есть у нас вот сервис, туризм, и инвесторов надо привлекать, хотя бы элементарно дороги строить, да. Но я думаю, у нас именно ресурс в туризме, да? Потому что у нас есть прекрасное озеро. И вот именно с людей надо начинать не думать вот на сегодняшний, я сегодня заработала там $100, номер сдала, да, а пусть $50 сделать, $50 на перспективу там над сервисом поработать, элементарно вот тапочки, расходники, там дороги почистят, да, а за то же это же на долгосрок. У нас люди думают на сегодняшнем дне. Вот сегодня заработала и все. И как что делать? Людей обучать? Ну, здесь надо вот, каждый человек себя надо начинать. И государство тоже какую-то политику должно вести, да, давайте вот это делать, там, улучшать, да, сервис. Потому что в любой развитой стране сервис, то есть в Китае в самую забегаловку зайдешь, тебя вот так встречают, улыбаются там. А у нас там кафе зайди. Да, точно, это точно. У вас есть время для себя? Чему вы посвящаете вот это время? Ну, кроме бизнеса, кроме забот или вообще нет времени? Нет, времени всегда есть. Если правильно распланировать время, можно всегда найти. То есть, кроме бизнеса, я вот за собой, то есть это спорт обязательно. Фитнес. И с недавних времен начала на бокс ходить. Это очень удивительно. Я даже было время, лет 5, наверное, назад, когда я еще в Китае находилась, я хотела именно внутри что-то такое же есть, я захотела. Вот в спортзал ходила на фитнес, я захотела, и подруги надо мной посмеялись, типа, ты что, бокс, и ты? Типа, что это такое? А здесь как раз в Бишкеке я в Change Fitness ходила, и там вот тренер Тима, боксер, именно бокс преподает, говорит, Айпири, попробуйте, бокс, это у многих такое заблуждение, это просто боксировать, да? Это на самом деле бокс, это сила воли, это выносливость, это реакция. На нейронные на память очень сильно влияет, потому что там на реакцию работаешь, это прям тренирует хорошо мозг. И это реально выносливость, да? И реакция, там такие движения, ты должна моментально среагировать. А реакция это везде нужна, в бизнесе тоже моментально среагировать, да, если что. Вот реклама для невесты. Не бокс, да? Невеста, которая знает бокс, это что-то опасно. Да. Это все шутка. Да. Рисую. Рисуете. Да.
Я рисую. И вот с недавних времен начала на вокал ходить. И мне это тоже нравится. Не знаю, что с этого выйдет, но посмотрим. И провожу время с друзьями, гулять люблю, за город выезжать. И книжки читать. Ну, творчество, как и положено творческой личности. Последний вопрос такой вот, интересно. Страна, в которой бы вы хотели жить? Я вот с недавних времен, даже вот после 4 лет, находясь в Кыргызстане полетела в Китай, я до этого момента думала, я хочу в Китае жить. Я все время стремилась туда уехать, да, потому что я прожила там как-никак 10 лет. Потом в этот раз поехала, я поняла, что я как-то уже выросла, наверное, привыкла к Кыргызстану. Я хочу жить в Кыргызстане, но иметь такую возможность постоянно путешествовать, ездить. То есть не ограничиваться, ну, условно, постоянное жительство в Кыргызстане, ну, там, сезон хотя бы 1-2 раза есть. Почему вот это вот решение пришло? Допустим, ко мне тоже такое решение пришло. Я сейчас не хочу куда-то переехать. Я раньше хотела в Америку уехать, там, куда-то. А сейчас я хочу жить здесь, но путешествовать по миру. Почему такое? Знаете, это, наверное, тоже возраст дает, потому что, как наши же тоже вот родители куда-то вывести их тяжело. Даже мама у меня на Иссыкуле живет. Она ко мне приезжает и на 3-4 день уже к себе домой хочет. Да? И это, наверное, с возрастом, потому что ты понимаешь, что когда ты молодая, когда там, ну, 20 лет, не знаю, ты как-то легкая на подъем, да, тебе адаптироваться под новый это легко. Ты вещи один чемодан забрала, и как бы ты можешь. А сейчас как-то уже стабильность есть, да, то есть ты хочется стабильности, чтобы у тебя дом постоянно, ты куда в любой момент можешь вернуться. А так путешествовать, развиваться по всему миру ездить хочется. Но Китай это у меня в приоритете, так как это в первую очередь это страна, где я выросла, можно сказать, во всех смыслах, да, и мой бизнес. Я в Китай постоянно буду ездить, буйырса. Да, это вторая страна. Даже у меня такой случай был. Это какой год? 18 или какой-то? У меня день рождения. И мы именно на мое день рождения с подругой поехали в Малайзию. Полетели, то есть с Китая полетели в Малайзию. И я что-то в сторисах где-то пишу, мое первое день рождения за границей. И мне в комментариях подруга пишет, в смысле за границей? А Китай, мы твое день рождения в Китае сколько раз отмечали. Я говорю, но я, оказывается, настолько привыкла чувствовать себя как дома в Китае. И вот в этот раз поняла, что я 100% хочу жить в Бишкеке. Потому что, когда я в Китае жила, в Бишкек приезжала, ну, с родными увижусь, да, там, ну, друзьями. И через время я прям тянулась в Китай. Меня месяц здесь, ну, находиться в Бишкеке хватало. А сейчас я уже вот поняла, что я скучала по друзьям, там, по шоуруму, по дому элементарно, да, там, даже по машине думаешь, ну, как бы машина материальная какой-то, да. И я поняла, что 100% хочу здесь жить. Окей. Вы творческая личность, вот действительно, вот этот вопрос последний. Да. Откуда берете вдохновение? Ну, выгорание бывает. У меня, как у блогера, бывает выгорание. Вот вообще ничего не хочу, не снимать не хочу, ничего. Откуда берете силу, вдохновение для творчества? Если я выгораю, так говорят же, надо отдыхать, пока там ты устаешь, ну, на 80%. То есть я этого принципа придерживаюсь. Я неделю один раз, ну, в последнее время к этому пришла. До этого у меня постоянно была тревожность. Если я что-то не делаю, я отдыхаю, какая-то тревожность была. Почему я же за это время могла что-то сделать? Это же тоже принцип, то есть, как называется, отличница, синдром отличницы. Да, я сейчас вот неделю, строго один день, я просто себе даю отдыхать. Я сплю сколько хочу, там, спа, там, не знаю, просто там дома высыпаюсь, или я никуда не выхожу. И вот один день недели мне достаточно, в принципе, нормально. Да, ну бывают какие-то эмоциональные периоды там, временами, тоже даю просто восстановить, себе время даю. Ну, я же не машина, ну, как бы надо отдыхать. Это точно. Да. Итак, друзья, я думаю, что вам было очень интересно, потому что я сама слушала с открытым ртом, настолько для меня все было завораживающе. Человек, который постоянно учится, который никогда не говорит «я все знаю», а говорит «я хочу знать, мне интересны люди, которые рядом, мне интересен мир, мне интересно все новое», будет всегда впереди всех. И сегодня из этого интервью, я надеюсь, вы вынесли очень много пользы и очень много нужной информации про Китай, про женщин, про отношения, про бизнес. Я не знаю, я постаралась выжать и опереть все, что можно полезного. Вот.
Напишите в комментариях свои вопросы, напишите в комментариях свои впечатления от этого интервью. Интересно ли вам такие интервью с женщинами, которые делают бизнес, с интересными женщинами, с осознанными женщинами, женщинами, которые украшают этот мир. Всего доброго. Айнура, и всем зрителям же, да? Да, зрителям, да. Подписчикам, да, точно, сейчас же такое время, подписчика, да. Благодарю то, что, Айнура, вас еще раз хочу отметить, то, что я очень безумно рада к нашему знакомству. Я думаю, в дальнейшем у нас, возможно, очень много будет проектов, будем дружить, общаться. Я вас обязательно жду в Китае, потому что, как в тот раз наши клиенты как раз таки говорят, Китай открыли другими глазами. То есть многие думают, Китай это дурдой, да, условно. И я очень хотелось бы, как можно сказать, мой второй дом, я вас там жду весной, обязательно приезжайте. И то, что вы дали такую возможность раскрыться, рассказать, я надеюсь, нашим подписчикам, вашим подписчикам будет очень интересно, полезно, самое главное. И еще раз спасибо.